в очередь для валяния. Это в первую очередь нам нужен синтепух. Синтепухи, которые из которых мы сделаем каркас изначально. Почему это нужно? Потому что шерсть, ее валять долго, и она, скажем так, валяется гораздо дольше, сложнее, чем синтепух. И она, если вы хотите, например, сделать игрушку, допустим, когда делать тело для игрушки, да, то шерсть, туда уйдет очень много шерсти. А синтепух – это для вас очень экономный вариант, то есть вы сваляете каркас и небольшой слой шерсти только потом приваляете к синтепуху. И сейчас я это все, по ходу буду показывать, как это все делать. Вот, например, образцы того, как нужно свалять каркас для игрушки. То есть вот если, например, вот для такого зайца, то вот это вот тельце, а вот это вот головка. Так, что еще нужно? Шерсть. Вот у нас здесь такая шерсть. Шерсть желательно, чтобы была натуральная. Можно взять, самая такая популярная, для начала можно взять троицкую шерсть. Потом уже пойдет какая-нибудь там дорогая шерсть, например, в фильме «Гамма». Ну вот троицкая шерсть самая простая, для самого начала она очень даже подойдет. Мы берем шерсть белого цвета и немножко добавим в нее вот такой вот более кремовый, то есть чтобы получился вот такой вот более натуральный белый цвет. Можно шерсть смешивать перед началом, я покажу, как это делать. Можно брать просто чистый цвет и работать с чистым цветом. Но если вы хотите, например, для зверюшки показать, что у нее шерсть натуральная, допустим, нам нужна вот такая щетка. Такая щетка. Можно, конечно, валять только на губке, но будет очень неудобно. Щетку использовать очень удобно. Почему? Потому что как вот здесь проходит иголка в губку, и как в щетку проходит, гораздо легче. И поэтому работать гораздо легче щеткой. Но губка тоже нужна. Почему? Нужна еще и губка. Потому что... Делайте вот так. Почему нужна еще и губка? Потому что когда мы с вами, например, хотим сделать гладкую поверхность, то когда мы валяем на щетке, вот так вот мы прижали вот эту сторону, да, то уже здесь, после того, как мы здесь поработали, здесь уже будет распушаться сторона. Поэтому, если мы хотим сохранить гладкую поверхность, то когда мы с вами уже филируем, то есть проходим, заглаживаем поверхность, работаем с ней, чтобы она была красивой, гладкой, желательно работать на губке. Вот. Теперь про иголки давайте расскажу. Про иголки. Иголки бывают разные. Очень удобно применять, вот продается в Леонардо вот такая ручка, держатель такой, вот он вот так выкручивается легко. Вот сюда можно ставить иголку. Вот так вставить иголку. И после этого вот так вот просто закручиваем его. Это очень удобно, потому что получается, как будто вы в руках держите одновременно 3 иголки и работают сразу 3 иголки. Это очень удобно, когда вы начинаете. После этого можно раскрутить, иголки достать и работать только одной иглой, когда вы делаете какие-то мелкие детали. Теперь давайте я расскажу про сами иголки. Самые первые иголки, которые можно применять, это вот такие толстые грубые иголки. Толстые грубые иголки, вот такие. Вот. Для чего они нужны? Для того, чтобы быстренько свалять синтепух. Чтобы быстренько свалять синтепух. Вот. То есть они очень толстые. Сейчас я достану вот прям образец. Где здесь какая-то открытая толстая грубая игла? Нет, ну вот прям тогда вот сейчас отсюда достану. Прям отсюда достану сейчас. Нет, вот, Не вот это? нет, я просто... вот здесь открыта толстая грубая. Там, может, какие-то номера. Да, я сейчас все объясню по номерам сейчас.
вот такая вот толстая грубая игла, она хороша для того, чтобы быстренько скатать синтепух. То есть она вот его вот так раз, вот так вот, и быстро приминает. У нее толстые зубчики, у нее толстые зубчики, вот такие вот, и очень быстро получается получить из вот такого кусочка синтепуха шарик. Вот. После этого берем иголки, номер номер 36. Если эти толстые грубые были номер 25, то мы берем иголки номер 36, они называются просто грубые. Это самые рабочие иглы. Их в первую очередь лучше покупать больше всего, остальные поменьше. Вот. Их должно быть в 2 раза больше, чем обычных игл. Вот эти иголки 36 уже грубые, они уже у меня здесь в ручке. И после этого можно взять вот эту ручку, сразу 3 иглы, и уже начинать вот так приминать. Вот мы вот так приминаем, и нам здесь очень важно скатать вот такой вот шарик. Объем нужно взять примерно в 2 раза больше. То есть, когда вы берете вот примерно вот такой кусок синтепуха, он на глаз должен быть в 2 раза больше, чем желаемый объем для вашего зайчика, например. Постепенно он превращается, вот как вот если вот так скатывать, он превращается вот в такой кусочек. Когда вы валяете, как нужно валять, чтобы свалять именно вот такую желаемую бриллиантовидную форму? Вы валяете, и вы видите, что где-то вот торчит, например, вот здесь угол, да? И вы тогда вот именно вот сюда колите. Видите, вот здесь что-то торчит такое, да? Вы колите сюда. Когда здесь что-то торчит, колите сюда. И постепенно все эти кусочки, все эти макрушки, они заходят внутрь. И вот видите, уже потихоньку начинает складываться форма шарика. Вот. Видите, там где-то болтается, что-то торчит, сразу ее заминаете внутрь. Вот. И потихонечку. Потом, когда складывается у нас вот такой шарик, уже начинаем потихонечку мы формировать, придавать форму. То есть, если у нас здесь форма яйца, то сюда мы гораздо больше колем, например, чем вот сюда. Вот движение очень нечеткое получается. Хорошо, я тогда задержу. Чтобы шарик видно было. Вот так. Вот. Теперь следующие иголки. Следующие иголки тонкие, это номер 40-е тонкие иголки и 38-е звездчатые иголки. 3-лучевые звездчатые. Для чего они нужны? После того, как мы с вами сваляли вот такой вот, например, синтепух, и после того, как у нас, например, уже наложили шерсть, давайте я могу это показать, когда шерсть будет наложена. Уже вот на этот шарик будем накладывать шерсть, допустим, например, так, да, то после того, как мы с вами поработали вот этими иглами, там остались промежутки, более тонкие промежутки между волокнами. И теперь уже эти иголки будут плохо проходить. Если вы чувствуете, что иголка проходит плохо, да, то она может сломаться. Вы можете нечаянно ее наклонить как-то, иголка сломается. И очень важно вовремя переключиться уже на более тонкую иглу, например, 40-ю. 40-я иголка, более тонкая, она, вот она уже легче гораздо проходит, чем более грубая игла. И ей уже легче работать, и меньше вероятности, что она сломается. После того, как вы закончили работать 40-й иглой, вы берете 38-ю иголку, она более тонкая и звездчатая. Что означает звездчатый? То есть, если вот здесь у нас у иглы, если посмотреть, плоское ребро, вот так вот, да, плоское ребро, то есть просто трехгранная иголочка она, то есть на сечении треугольная. Может сюда положить? Не видно? Так, ладно, не видно, ничего страшного. Вот, да? 40-е иглы тоже плоские, а вот эти звездчатые иголки, сейчас, они внутри разрезанные. То есть, если их вот так вот разрезать, скажем так, сделать разрез и приблизить,